Коми будут созданы выездные бригады из 12-15 узких специалистов, которые будут оказывать медицинские услуги по всему региону. А ноу-хау, которое планируется запустить уже в этом году во время очередного эфира с ответами на вопросы жителей, рассказал Владимир Уйба. Он выразил уверенность, что инициатива станет, цитата, «прорывом». Создадут бригады медиков на базе Центра медицины катастроф. Тех, кто согласится войти в их состав, ждет повышенная зарплата и служебное жилье в Сыктывкаре. Итак, детям требуются педиатры, хирурги, эндокринологи и невропатологи. Взрослым невропатологи, кардиологи, хирурги, окулисты и лоры. Это самые востребованные на сегодня профессии. Предполагается, что полгода они будут в дороге, консультировать пациентов, полгода на месте, смотреть результаты работы и приглашать пациентов в столицу. Также во время эфира исполняющий обязанности главы республики раскритиковал прежний подход в нашей медицине по отношению к передвижному высокоточному оборудованию, которое используется для диагностики на месте. Раз передвижное, значит, по идее, должно применяться для жителей отдаленных сел. А мы сегодня приезжаем в районную ЦРБ, а мне говорят, вот мы приобрели для районной ЦРБ передвижной флюорограф или маммограф. Я говорю, подождите, хорошо, так это на выезд. Они говорят, не, здесь будет работать. Я говорю, так почему здесь-то будет? Здесь стационарный должен работать, а вот этот должен уехать как раз на выезд в отдаленные, в далекие села, деревни, где нет ЦРБ. Поэтому мы сегодня, вот, несмотря на то, что действительно много приобретаем, я сейчас назову прямо цифры, в этом году в рамках нас проекта здравоохранения в республику приобретено 23 передвижных комплекса. 10 маммографов, 10 флюорографов и 3 передвижных ФАПа. И тем не менее, я повторяю, что задача будет такая, и на следующий бюджетный цикл я буду настаивать, чтобы, несмотря на передвижной флюорограф, маммограф, который идет в село, в самой ЦРБ обязательно был тот же набор, но стационарный. Флюорограф, маммограф, рентген, УЗИ. То есть вот эта диагностическая линейка, чтобы была стационарная. Полную версию диалога с Владимиром Уйба смотрите сегодня, сразу после нашего выпуска новостей в 8 вечера.